Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. 20 курских пенсионеров сегодня встретили в Татарстане. Как здесь ласково встречают, какое внимание. Я никогда такого не видела. Их разместили в домах-интернатах Лениногорского и Нурлатского районов. Подробнее в репортаже Ирины Васильевой. Один олененок погиб, 5 лошадей в тяжелом состоянии. Размер трагедии, он вроде бы должен уже быть локализован, а он разрастается. О резонансном отравлении животных в экопарке в Елабужском районе расскажет Рамиль Галиулян. Операция «Модернизация». Вот вода доходит прямо вот. То есть здесь все заливается. Какие объекты войдут в программу Раиса по модернизации коммунальной инфраструктуры и где работы уже идут, выяснял Рамиль Шайдулин. Эвакуированных жителей Курской области принимают регионы по всей стране. По данным МЧС, на данный момент с пострадавшей от атак ВСУ территории вывезли 121 тысячу человек. В 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения. Все субъекты готовы принять у себя курян. В Татарстане встретили 20 жителей. Это пожилые люди, в основном маломобильные. Они добрались спецпоездом до Самары. Оттуда в сопровождении медиков и работников соцзащиты доехали на автобусах до нашей республики. Всех разместили в учреждениях социального обслуживания Нурлатского и Лениногорского районов. Как их встретили, репортаж Ирины Васильевой. Прошла я на эсэсовце даже 6,5 лет, потому что он хотел застрелить маму, а я кинулась. 88-летняя Нина Фищенко вспоминает ужасы Великой Отечественной со слезами. С фашистами она встретилась, будучи маленькой девочкой. Уже на склоне лет женщина столкнулась с неонацистами Украины. Как и многим другим, ей пришлось уехать. Когда-то были братья и сестры Украина и Россия, а теперь почему-то они стали врагами. И что вот эти сирены, пускают эти ракеты. 20 курских пенсионеров сегодня встречают в Татарстане. В пути их сопровождали медики и сотрудники соцзащиты. Их уже ждали в Лениногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Как здесь ласково встречают, какое внимание. Я никогда такого не видела. Это, я вам говорю честно, ни капельки не преувеличиваю. Пенсионеры наконец-то смогли помыться в бане, им выдали новую одежду. По словам 73-летнего Сергея Филатова, там, в Курской области, звуки сирен за окнами практически не прекращаются. Тревоги постоянные, и дроны сбивают. 5 минут тревога, 5 минут тревога. Рубах, хлопки, и все, и сбивают. Дома попадают. На Союзный дом разрушили, 9-этажный, прямое попадание было. В доме-интернате Лениногорска созданы все условия для комфортного проживания. Удобная кровать, полотенца, предметы гигиены – все есть. Курянам обеспечили трехразовое питание. Сейчас в ожидании медосмотра. На сегодняшний день они у нас находятся на карантине в течение 7 дней. За ними будет уход со стороны медиков. И в дальнейшем они уже перейдут в комфортабельные номера. Пенсионеров навестила Эльмира Зарипова. Глава Минсоцзащиты вручила им продуктовые пакеты. Этот дом-интернат у нас один из лучших. Здесь проведен хороший ремонт, очень хороший, добрый, слаженный коллектив, сильное медицинское обслуживание. И сегодня мы видим, что уже наши пожилые люди помылись, пришли к ним медики, сделали осмотр. То есть их здесь хорошо, тепло встретили. И я думаю, Лениногорск станет их вторым домом. Еще часть эвакуированных жителей Курской области приняли также в Нурлатском районе. Это пожилые люди, в основном маломобильные. Самому пожилому 92 года. Вся страна сегодня оказывает помощь жителям Курска, самую разнообразную. При поддержке Раисы Республики Рустама Нургалиевича Минниханова республика уже неоднократно направляла гуманитарный груз. А сегодня в 2 наших дома для пожилых людей в Лениногорск и в Нурлат приехала группа пожилых людей. Это одинокие люди. На этой неделе в Курскую область отправится новая партия гуманитарной помощи. 80 тонн необходимого из Татарстана уже получили пострадавшие жители. Гуманитарку татарстанцы собрали меньше, чем за неделю. Уже в прошлый четверг первая колонна добралась до места назначения. По-прежнему работают пункты сбора гуманитарной помощи в Казани, Набережных Челнах и других крупных городах. Присоединились организации, предприятия, бизнес, простые граждане. Ирина Васильева, ТНВ, Казань.
Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту трагедии в Лаишевском районе. Здесь мужчину заживо закопал трактор. Как сообщают телеграм-каналы, в этом году он построил дом в СНТ Державино и накануне подводил к участку воду. Вызвал тракториста, чтобы засыпать траншею, сам стоял возле нее. Когда тракторист закончил работу, хозяина рядом не оказалось. Найти его он не смог и предположил самое страшное. Вместе с соседями траншею вновь раскопали и нашли владельца участка мертвым. Мужчине было 40 лет. У него остались жена и ребенок. Глава Следкома России Александр Бастрыкин отреагировал на информацию о противоправных действиях в отношении 5-летней девочки в Казани. Ранее в одном из телеграм-каналов появился рассказ бабушки ребенка. Женщина заявляет, сожитель ее дочери, гражданин Таджикистана, подвергает девочку действиям сексуального характера. По словам бабушки, забрать ребенка к себе она не смогла, уголовное дело закрыли. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по республике Валерию Липскому доложить о причинах прекращения дела. В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления животных в экопарке в Елабужском районе. От действий злоумышленников погиб олененок. Через пару дней симптомы начали появляться у лошадей, при этом все кобылы ждут потомства. Ветеринары сделали анализы и пытаются установить, каким ядом отравились животные. Правоохранительные органы устанавливают виновных. Как спасают обитателей экопарка, расскажет Рамиль Галиуллин. Человек шел целенаправленно, чтобы добраться до лошадей, нужно пройти определенный путь, спуститься, сломать замок, отвязать плот, переплыть на ту сторону. Чтобы добраться до экопарка, нужно переплыть реку, что и сделали злоумышленники. Отравили 5 лошадей из 30. Кобыла по кличке Лора до сих пор в тяжелом состоянии. 4 дня она ничего не ест и не пьет. Страдает и ее же ребенок. В случае гибели матери он может не выжить. От молока матери отравленный, еще отравился у нас и маленький 2-месячный же ребенок. Но вот видите, размер трагедии, он вроде бы должен уже быть локализован, а он разрастается. Какие-то лошадки более-менее становятся уже более-менее уже адекватными, кушают, уже начинают как-то мир видеть. А какие-то есть лошадки, про которых еще можно даже сказать, что грань, которая жизнь и смерть, она еще мы не перешли ее. Состояние 4 лошадей удалось стабилизировать, но за ними нужен постоянный уход. Все кобылы ждут потомства. У них можно определить, что им больно по их мимике, то есть напряженные мышцы, уши поджимают, апатичное состояние. То есть лошадь вот в таком состоянии, ее это редко. Она может там отдыхать, отдохнет 10-15 минут. Так она обычно занимается своей деятельностью. Вот мы видим, она не проявляет интереса ни к чему, то есть ей плохо. Сейчас в экопарке организовано круглосуточное дежурство. По словам сотрудников, все животные легко идут на контакт с людьми, чем и воспользовались злоумышленники. Подготовились они хорошо, предварительно отключили камеры видеонаблюдения. Сейчас анализы животных направлены на экспертизу, чтобы определить, каким ядом их отравили. Сейчас мы взяли кровь у 6 лошадей, 5 из них взрослых, 1 же ребенок. Для того, чтобы узнать общий анализ крови, на токсины выявить и биохимию. Прекрасные люди вышли ради нас на работу сегодня в лабораторию. Злоумышленники отравили и олененка по кличке Бэмби. Спасти его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело. Случай стал настолько резонансным, что неравнодушные люди решили помочь лошадям. Сейчас идет сбор средств на медикаменты. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Елабужский район. Рустам Минниханов сегодня побывал с рабочей поездкой в Набережных Челнах. Здесь он посетил ряд промышленных производств и социальные объекты. Здесь же провели оргсовещание по подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого КАМАЗа и 400-летия города. Подробности у Лины Зинатуллиной. Мы изготавливаем панели приборов на автомобиль К5. На челнинском предприятии «Технотрон» производят автокомпоненты для КАМАЗов. Это часть крупного российского концерна «Темпо». Рустам Минниханов вместе с заместителем министра промышленности и торговли страны Альбертом Каримовым осмотрели производственные площадки, в том числе цех по изготовлению деталей двигателей внутреннего сгорания. Также пообщались с работниками. Джемы и кондитерские изделия производит компания «Дартлетта». В 2018 году инвестиционный проект получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. Инвестиции в здание и в 2 проекта 1,8 миллиардов рублей. Здание ввели в эксплуатацию в январе. Здесь создано 300 рабочих мест. В Райс в республике показали разные производственные линии, упаковочный цех.
Спортивную школу Олимпийского резерва «Олимпийский» Рустаму Минниханову показали после капремонта. Работы в здании 1980 года постройки начались осенью прошлого года. Спортшкола рассчитана на 1500 учащихся. В трехэтажном здании современные залы для занятий боксом, гимнастикой, боевыми искусствами, плаванием. Длина бассейна 25 метров. Также Рустам Минниханов провел оргсовещание по подготовке в Набережных Челнах торжественных мероприятий. Впереди 50-летие выпуска первого КАМАЗа и 400-летие города. Лина Анатольевна, Марат Саидгараев, ТНВ, Набережные Челны. Следом Рустам Минниханов посетил Елабугу. Как сегодня отметили, открытие нового моста через Каму приведет сюда больше гостей из Набережных Челнов и Нижнекамска. Для успешного развития туристической территории утверждена концепция развития исторического поселения. Райс республики оценил, как город обновляется, сохраняя наследие. Посмотрите, как это все красота новая. То, что уже сделано в историческом городе, и текущие проекты благоустройства сегодня презентовали Рустаму Минниханову. Как отметил глава района Рустем Нуриев, в прошлом году турпоток в Елабугу впервые преодолел планку в 1 миллион гостей. Его увеличит и новый мост через Каму. В России мало городов с такой сохранностью старины. Здесь 184 объекта культурного наследия. Я прежде всего хотел поблагодарить вас вместе с республикой. Под вашим руководством мы участвовали в нескольких проектах, которые за последние годы несколько улучшили нашу ситуацию здесь с точки зрения городских пространств и вообще элементов исторической части. Раис Татарстана отметил, Елабуга – один из культурных центров республики. Нужно поддержать динамику развития. Он ознакомился с благоустройством пешеходной улицы Гассара, которую обновили впервые за 10 лет. Осмотрел строящийся сквер памяти тружеников тыла. Красивое озелененное место для жителей города. Капремонт ждет и мемориал памяти, возведенный в 1995 году. После реконструкции список погибших в Великой Отечественной елабужан дополнит имена героев СВО. Рустам Минниханов возложил цветы к вечному огню. В общем, вот так выглядела территория до благоустройства. На Шишкинских прудах продолжается масштабное благоустройство по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Уже сделали пирсы, детскую площадку, асфальт и освещение. Как мы говорим, Шишкин наше все. Дом-музей Ивана Шишкина капитально отремонтирован по поручению Раиса. Территорию благоустроили, открыли новые разделы экспозиции. Также презентовали реконструкцию мемориального комплекса Марины Цветаевой. Рядом появится аллея писателей. Важный проект для города – новый пляж на Каме. Его обустроят в ближайшие 2 года. Очень много проката, доски, серфинг, все это отсюда будем. Водный спорт. Да. А это что за там? Это мы будем, видовой. да, это будем же мы реализовывать. Мы сами здесь не будем делать. Реализовывать здесь, да, рестораны, спа. Рустам Минниханов осмотрел здание клуба банковских работников, дом купца Емельянова и другие объекты культурного наследия. По ним уже определены инвесторы. Алия Хайрудинова, Лина Зинатуллина, Давид Абдулин, ТНВ, Елабуга. В Казани определили самые изношенные участки коммунальных сетей, которые, вероятнее всего, первыми попадут в новую программу Раис республики по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Ее Рустам Минниханов анонсировал 2 недели назад. Сейчас разрабатывается проектно-техническое задание, определяются самые проблемные зоны. Всего в городе 81 такой участок. Рамиль Шайдуллин увидел масштаб проблемы. Вот отсюда вода, канализационная вода, вот это все идет. В среднем 2 раза в месяц под окнами жителей 23-го дома по улице Железнодорожников в Юдино разворачивается такая картина. Бурлящие потоки канализации, которые заливают всю территорию. Окна открыть невозможно. Вы живете на канализационных этих. Вы представляете, какие запахи идут? Ситуация этой не год и не 2. На невыносимый запах канализации жители домов по улице Железнодорожников жалуются минимум 5 лет. И запах этот не хочет никуда выветриваться даже в относительно сухую погоду. Достаточно спуститься в подвал, где из-за плохой работы канализации, по словам жителей, сыро и отвратительно пахнет уже всегда. Вот вода доходит прям вот. То есть здесь все заливается. По словам местных, если идет дождь, то напор становится таким, что заливает даже подъезды. Как засор, так у нас или, извините, дерьмо вылазит, или вот это вот
природные катаклизмы, когда сильный ливень. Причина, говорят в городе, в изношенности канализационного коллектора трубы протяженностью 1,5 километра, пролегающей вдоль по улице Революционной. Только в августе из-за аварии здесь провалилась дорога. Но появилась надежда на лучшее. Коллектор смогут реконструировать благодаря программе «Раиса Республики». Мы сегодня в преддверии огромной работы. Теперь у нас появилась надежда, а Раис нашей республики, анонсируя любые программы в Республике Татарстан, всегда дело доводит до конца. Поэтому мы дали поручение провести соответствующую работу по объектам, которые должны войти в программу. Какие объекты, вероятнее всего, войдут в программу модернизации, сегодня озвучили на совещании в мэрии. Критериев пока нет. Критерии будут разработаны и доведены до нас по мере формирования программы. Но у нас есть перечень мероприятий и объектов в рамках инвестиционных программ предприятий. Я уже говорил о том, что мы их можем просто передвинуть на этот дополнительный источник. Мы прекрасно понимаем, что нас сегодня волнует и что нам нужно в первую очередь делать. Кроме коллекторов Юдина, в перечень объектов могут войти второй северный коллектор. Он обслуживает свыше 300 тысяч жителей. Водовод по улице Космонавтов. Он питает дома 70 тысяч казанцев. И еще 78 участков протяженностью 47 километров. На все работы требуется больше 30 миллиардов рублей. Пока, заявили в мэрии, большинство участков реконструируется в рамках инвестпрограмм. Один из таких объектов – это 700-метровый водовод на Камаево. Он был построен в 80-х годах, износился настолько, что только за последнее время случилось 3 крупные аварии. Работы начались на прошлой неделе. Сейчас ведутся, сначала пилотный бур делается, потом расширение 300-е. Срок сдачи объекта – это у нас 4-й квартал. Разработка проектно-сметной документации по программе модернизации уже началась. Амиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Огороды татарстанцев атаковали испанские слизни. Прожорливых моллюсков заметили в Лаишевском районе. По словам местных жителей, вредители размножаются стремительно. Светло-коричневые слизни вырастают до 18 сантиметров. Они считаются промежуточными хозяевами для червей, которые впоследствии попадают в организм домашних животных. Но самые неприятные слизни быстро уничтожают урожай. Как говорят ученые, за сутки они способны съесть в 30-40 раз больше своего собственного веса. Собирать их лучше в перчатках, иначе сложно отмыть руки от следов слизи. В качестве мер профилактики можно осушить влажные и заболоченные участки, своевременно пропалывать огород и уничтожать сорняки. Достаточно широко сегодня распространенный в Южной, Западной Европе. Характеризуется эврибионтностью, что позволяет ему достаточно легко осваивать новые территории. Непосредственно опасности эти моллюски не представляют. Не описаны случаи переноса каких-либо паразитов человека этими слизнями. Почему выпускники среднего профессионального образования не идут работать по специальности? И почему работодатели не видят перспективы в студентах? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня во Всемирный день гуманитарной помощи «Молодая гвардия Татарстана» совместно с Молодежкой Народного фронта отправились в ДНР с гуманитарной миссией. Активисты передадут военнослужащим 4 автомобиля, а также 1,5 тонны необходимого снаряжения и вещей. Это генераторы, бензопилы, масло для двигателей, стройматериалы, продукты питания. Также в составе гуманитарной миссии молодогвардейцы везут письма военнослужащим, которые написали дети. В новом учебном году в школы Казани пойдут более 182 тысяч учеников, из них более 19 тысяч первоклассники. Порядка 4 тысяч ребят сядут за парты в новых школах. Для более 1500 учеников распахнет двери новый лицей «Икен». На 1250 учеников рассчитан лицей «Гуайля», столько же ребят ждет новый лицей «Родина». Всего к новому учебному году в Казани построят 3 и отремонтируют более 30 образовательных учреждений. Капитально были отремонтированы 6 школ и 17 пищеблоков. У нас превратились в школьные рестораны. В 32 учреждениях у нас был реализован текущий ремонт. Поэтому новые обновленные школы, наши учреждения ждут наших детей.
В Елабуге стартовал федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа». Конкурс пройдет на базе центра Алабуга Политех. В профсостязании участвуют 16 специалистов из 14 регионов России. Татарстан представит Илона Мыльникова из Елабуги. Победитель получит $1 000 000 рублей. Не случайно республика выставилась именно на ту номинацию, как лаборант химического анализа, потому что эта отрасль для нас является значимой и весомой в экономике. Старшее поколение, так скажем, уже начинает прислушиваться более к нам, к молодому поколению. Они видят, что мы тоже что-то можем, видят, что мы развиваемся, не стоим на месте и можем даже их чему-то научить. 10 дней остается до Дня Республики. Рустам Минниханов поставил задачу провести все праздничные мероприятия на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности. Также поручил главам районов, Министерству культуры и другим ведомствам обратить особое внимание на ветеранов и участников СВО. Уже известно участие в праздновании Героя России Рустама Сайфуллина. Золотую звезду он получил 2 года назад за успешное выполнение задач в зоне спецоперации. Чем запомнится День Республики? Экспресс-тур по самым интересным событиям 30 августа провела Сирина Васильева. До Дня Республики Татарстан остается чуть меньше 2 недель. 30 августа праздничные события развернутся сразу на 10 площадках города. Одним из самых долгожданных событий станет открытие детского парка «Елмай» на набережной Казани. Подростков и малышей ждет интерактивная программа. Целый день здесь для них будут транслироваться мультфильмы, пройдут различные мастер-классы, конкурсы и выставки. На открытие ожидают Раисы Республики, что только подчеркивает значимость объекта и его актуальность. Парк станет настоящим подарком для горожан. Важный штрих в нашем зеленом каркасе города. И парк Елмай задумал как уникальный объект и предусмотрели в том числе, кроме оборудования для отдыха активного детей разного возраста, в том числе и сцену, на которой наши творческие коллективы, как детские, юношеские, так и взрослые, в течение сезона смогут выступать. Центром притяжения молодежи в День Республики станет Казанский Кремль. В 10 часов утра здесь стартует фестиваль современной татарской культуры «Дертфест». В 11 часов дня около театра имени Галиаскара Камала пройдет всеми любимый фестиваль «Играй гармонь». На одной площадке соберутся тысячи талантливых баянистов и гармонистов не только из Татарстана, но и из соседних регионов. Исполняя народные песни, музыканты пройдут от улицы Баумана до Казанского Кремля. Здесь же состоится фестиваль рабочей молодежи «Безнең заман». Наше время. В 13:00 на пешеходной улице Каюм-Насыри пройдет фестиваль «Казан сүлгісі», участниками которого станут более 300 певцов и танцоров народного жанра. Фестиваль сохраняет и популяризирует песенно-танцевальное искусство татарского народа, дает возможность обмена опытом татарским коллективам из разных уголков мира, а также поддерживает талантливых исполнителей. В экстрим-парке «Урам» пройдут соревнования по баскетболу, футболу и скейтборду. В Казанском ипподроме ровно в 2 часа дня начнется конно-спортивный праздник. Центральной площадкой праздника станет чаша. Здесь в год семьи одновременно зарегистрируют брак сразу 45 пар. В час дня стартует мотофестиваль «Два Кремля». Мототрюки покажут чемпионы мира по стант-райдингу. Колонна байкеров проедет по улицам Кремлевская, Карла Маркса, Вишневского и Профсоюзная. 30 августа у Казанской чаши планируют собрать около 10 тысяч татарстанцев и гостей города. Ведь в 5:30 вечера здесь с размахом пройдет концерт с участием звезд российской эстрады. Хедлайнерами в этом году станут Дима Билан и знаменитая рок-поп-группа «Братья Гримм». Музыкальный настрой поддержит и на другом берегу. У Дворца земледельцев ждут на традиционный оперный фестиваль «Казанская осень». С симфоническим оркестром выступит солистка Мариинского театра Мария Баракова. Прямую трансляцию с главных праздничных площадок смотрите на ТНВ. Завершится День Республики в 10 вечера праздничным салютом над акваторией Казанки. Сирина Васильева, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Впервые на фестивале «Духовное единство России. Послание миру» выступил альметьевский коллектив «Кадим Альмет». Он представил зрителям аутентичную концертную программу «Гаярь Джанай». Это музыкальная интерпретация легенд о предводительнице разбойников из села Ильтень-Бута. Такие программы – это часть масштабной работы Татнефти по возрождению поэтического наследия народов Поволжья.
Живая музыка под открытым небом звучит на фестивале в Болгаре. Аутентичную концертную программу представляет коллектив Кадим Альмет. Через музыку они рассказывают об истории Гаяр Джанай, меценате и главе разбойничьего отряда. Зрители очарованы. Очень красивая музыка, этническая, и хорошо, что живую происходит. Идет стилизация как звука, танца, движения, пластики и костюма. На фестивале «Духовное единство России. Послание миру» альметьевский коллектив выступает впервые. Их постановка – это синтез традиций, обычаев и приемов игры на старинных музыкальных инструментах, нетипичных для других районов. Кадим Альмет – это такой у нас новый, так сказать, формат. То, что они творят сейчас на таких этнических музыкальных инструментах, это что-то невероятное, это что-то новое. В составе коллектива 29 человек. Для многих музыка не профессия, а призвание. В этой постановке играют на 45 уникальных инструментах – думбре, кубызе, дафе и курае. Я играю на самом сложном инструменте, как мне кажется, называется йочин. В чем его сложность, что пока все настраивают свои 2-3 струны, у меня их 144. История предков – это всегда интересно и очень важно, ее надо сохранять. Создавая такие концертные программы, благотворительный фонд «Татнефти» вносит свой вклад в сохранение и популяризацию музыкально-поэтического наследия родного края. Мы присоединились к более чем 100-летней работе. Это экспедиция еще 913 года, султана Гадаша 31-го. Там масса имен, кто людей собирал материал, с которым мы сейчас работаем. Это мы не родились вдруг такими. Мы работаем с тем, что упорно копали, перемалывали. Также в репертуаре коллектива программа «Удивительные истории Великой Булгарии». Это исторические баиты и легенды о становлении Булгарии. Собирали их в экспедициях по более чем 220 деревням Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей. Алена Струминская, Алмаз Зидинов, ТНВ, Спасский район. В Камских Полянах прошли республиканские соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК. В 5 классах награды разыграли 48 юных гонщиков из 13 городов и районов Татарстана. Кто уехал домой с трофеем, в нашем материале. На картодроме свое мастерство демонстрируют юные спортсмены. Напутствует их генеральный директор ТАИФ-НК Максим Новиков. Не могу не отметить вашу уникальность. В таком юном возрасте вы уже можете принимать быстрые, конструктивные решения, которые вам в будущем позволят смело идти в взрослую жизнь. Ну а мы, ТАИФ-НК, в группе компаний ТАИФ, естественно, всегда поддерживали и будем поддерживать спорт, молодежный спорт. Соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК основал и стал их генеральным спонсором знаменитый автогонщик Татарстана Тимур Шагабуддинов. В этом году состязания прошли в его честь, и меценату вручили специальный приз. Подарим? И вот такой большой медаль. Сзади написано «Человек, доброе сердце». Благодарности в глазах детей, когда меня сегодня представляли, и это было очень видно. Ну, я не знаю даже, как описать, это очень дорогого стоит, и, наверное, это раз в жизни такое бывает. 14 лет назад посоветовались и приняли решение, что надо организовать проведение таких соревнований. Дети так с воодушевлением все это воспринимают. Самое главное, появляется возможность войти в этот удивительный мир автоспорта. Кубок ТАИФ-НК открыт для всех желающих. Соревнования проходят по самым доступным и популярным классам картинга. Пилот, Стриж, 125 Минск, Honda 200, Honda 270. Мы не берем стартовый взнос, где каждому участнику подарок, каждому участнику кубок, каждому питание. То есть у нас здесь любят приезжать. Триумфаторами в Кубке ТАИФ-НК стали Арсений Назаров из Бугульмы и сармановцы Лиана Габдрахманова, Ислам Вагизов и Амир Султанов. Некоторые гонщики соревновались в разных классах и на подиум поднимались несколько раз. Победа очень легкая была, я уже картинг занимаюсь много. Я не ожидала, что я выиграю, но было классно. Памятные подарки получили все участники и организаторы соревнований. В следующем году юбилейный 15-й Кубок ТАИФ-НК хотят провести с еще большим размахом. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи. Здравствуйте, Исян Месяц. В предстоящие сутки в Татарстане температурный фон останется повышенным. Осадки сохранятся. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в августе со скидкой 20%.
Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Балтасях облачно, слабые осадки. Температура днем плюс 20-21, ночью плюс 15-16 градусов. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном облачно, местами с прояснениями, небольшой дождь. Температура днем 21-23, ночью 15-16 градусов тепла. В Чистополе, Новошишминске и Нурлатах будет облачная погода, ожидаются дожди. Температура днем плюс 21-24, ночью 16-17 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Агрызе облачно. Температура 20-22 градуса тепла днем и 16-17 градусов тепла ночью. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах пасмурно. Во многих районах небольшой дождь. Температура днем 22-23 градуса, ночью 16 градусов выше 0. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 20 августа 2024 года в аптеках Farmland на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В туристических городах республики тоже стало теплее. Пройдут слабые дожди. В Свияжске температура днем 21, ночью 16 градусов тепла. Будет облачно, пройдет небольшой дождь. В Болгарах днем 23 градуса, ночью около 17 градусов выше 0. Ожидается облачная погода и дождь. В Елабуге температура плюс 21 градус днем и 16 градусов ночью. Здесь тоже будет облачно и дождливо. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2024-2025 учебный год по следующим направлениям подготовки. Журналистика, лингвистика, теология. Телефон в Казани 251 01 55. В Казани тоже будет пасмурно и довольно тепло. Пройдут небольшие дожди. Температура днем составит 22 градуса тепла, ночью 16. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Влажность 70%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Удачной вам недели.